Для Аслана Барахуева энергетические напитки – это способ справиться со стрессом на работе. К тому же мужчина уверен, энергетик помогает находиться в тонусе и сделать больше полезного. Однако, когда его настигли проблемы со здоровьем, Аслан пересмотрел свои отношения к сладкой газировке. здоровье давление повышается, даже понижается, даже жутко, зависимость по-любому Среди молодежи популярность энергетических напитков только растет. Чаще всего их пьют, чтобы утолить жажду или взбодриться, а их повсеместная распространенность и дешевизна лишь повышают продажи. В России порядка 40% населения периодически употребляет энергетики. Кофеин, таурин, аминокислота, вызывающая нервное возбуждение, сахар, вода, витамины группы В, а также красители. Состав, на первый взгляд, безобидный. Там обязательно в составе написан таурин и кофеин. Таурин – это вещество, которое по своей сути разрушает миелиновые оболочки нервных клеток, нервных окончаний. Кофеин, мы знаем, опять же, усиливает работу сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, выброс адреналина. За счет этого происходит нагрузка, оказывается нагрузка на сердечную мышцу, на вообще всю систему, сердечно-сосудистую систему. То, что этот напиток насыщает энергией, абсолютная иллюзия. На самом деле он подключает резервы организма. Так человек берет их, по сути, у себя же взаймы. Долг, разумеется, рано или поздно приходится возвращать. Раздражительность, хроническая усталость, повышенная агрессия, бессонница, депрессия, панические атаки. Далеко не полный список последствий от частого употребления сладкого напитка. Плюс туда еще добавляют химические вещества, такие как подсластители, ароматизаторы, вкусоусилители. Это все делается для того, чтобы человек влюбился в этот аромат, вкус, все это, чтобы побольше покупали эти энергетические напитки. В основном эти все вещества, это химия и является вредной для человека. Со временем человек не представляет свою жизнь без стимуляторов. Однако, по словам специалистов, альтернатива у всего этого есть. Это достаточное питье воды, прием витаминов и занятия спортом. Взбодриться с помощью сладкой газировки или все-таки избегать стресса на работе и учебе – выбирать каждому самостоятельно. Есть биологически активные, мы знаем, не добавки, а сами по себе растения, например, женьшень. Тонизирующее лекарство, или эрокок, тоже тонизирующее растение. Такие тонизирующие растения, это растительные, это не химия, это можно, когда у человека есть внутренний ресурс, исчерпан, еще что-то, у него синдром хронической усталости мозга. Тогда можно эти растения использовать. Не употреблять энергетические напитки призывают и религиозные деятели. Все, что вредит здоровью человека в исламе, строгое табу. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.